в этом году 40 лет Чернобыля. Следующий вот 85 лет в этом году началась Великая Отечественная война. И 100 лет Хойницкому району. Именно в этом году. Это такие замечательные праздники. Но прежде хотелось я вас всех поздравить с Новым годом, с Рождеством, с колядами, с крещением. В общем, со всеми праздниками. Пожелать мира, главное здоровья, мира, добра. Но, знаете, вот этот Новый год вообще удивительный. Видите, какое 1 января, какое было, погода какая была, тепло. Лучше, чем сегодня заказал директор ЖКХ погоду. Но это лучшая была на 1 января. Но это не случайно, видите. Ведь год – это год лошади. Значит, год сельского хозяйства. И видите, лошадь это да, поэтому вот действительно год сельского хозяйства. Это раз. Второй момент, значит, это то, что, видите, Александр Григорьевич не зря назначил и своим указом год женщины. Поэтому, знаете, вот что для вас это вот, открываем впервые, что каждый день для вас 8 марта. Люди наши заслуживают. Я работаю по истории каждого детского населенного пункта, в том числе и Хойников. Но главное, там это, конечно, люди, чтобы вы знали. Ну, по жизни мне приходилось работать в районе самое большее, притом по области неоднократно дважды. Значит, это работал по всей области, по республике, ездил по других. Знаете, вот, это не подхалимаш и ничего, но лучших людей, чем в Хойницком районе, к сожалению, нет нигде. Это правда, это действительно так. Недаром же Хойницкая самогонка бывшая в республике, да и в бывшем Советском Союзе. Если кто-то помнит, то когда-то газета «Сельская жизнь» это была московская газета всего Советского Союза, газета «Сельская жизнь». Вот на 4-й, на последней странице, на всей странице было о Хойницкой самогонке написано. И заглавие такое было: «Есть ли управа на отраву?» Одно время были в Мозырском уезде, когда еще районом, где были и волосы были. Тоже это очень интересно. И Хойницкая волость была маленькая, очень маленькая, Хойники, вокруг Хойников. И только благодаря железной дороге вот наши Хойники разрослись и так далее, промышленные предприятия. Не случайно видите, Комаринский район прекратил существование. Рядом с нами, я не буду называть Юрьевский район, прекратил существование, а именно благодаря этому, вот это действительно так осталось. Я еще когда работал старшим сторожем района, к нам планировали присоединять Брагинский район. Но теперь будет, не знаю. Но я думаю, рано или поздно это будет. В Храбкове церковь построена на том месте, где когда-то была она там. А была она в 1700 году, где-то уже построена там. И в 1827 году батюшка судился с хойницким помещиком Прозор, или как? Прозор, да? Вот с ним судился 10 лет. Суд окончился в 1837 году. Батюшка выиграл это. Поэтому это единственная церковь, которая находится на том месте, когда-то было именно намолено место, как говорят. Ну, что я могу вам сказать тогда, поэтому, коли этот вопрос уже мы с вами коснулись, и я вижу, у вас интерес есть, что знаете, что в Хойниках когда-то, не в районе, простите, был батюшка, который канонован. Что вот скажу, что была битва, погибло 1500 украинских казаков и белорусских крестьян, и Гетман, Илья Голота. Гетман. Я не буду рассказывать подробности, 11 курганов было, где захоронены такие люди. Значит, но это войски Богдана Хмельницкого. Гетман тоже Илья Голота. Орден Богдана Хмельницкого был в Великую Отечественную войну. А
и голода было только беда. Великую Отечественную войну. После Великой Отечественной войны, когда войны уже не было, именно в этой деревне, ну не деревня, а поселочек туда еще было, оно прекратило существование, значит, была воинская часть. Когда победа была, то воинские части, многие, большинство отправляли их назад. В Украину, Белоруссию, в Россию и так далее. Наша участь была такова, что тоже была воинская часть. Примерно до 1947 года, в 1947 году она была перевезена в Мурманск, где-то там. 3 из этих, вот, которые служили, значит, после демобилизации, они были офицерами, там, прапорщиками и так далее, они переехали жить. Чин полка. У нас в районе Гомельской области примерно около 100 человек было в полка. Там наш, единственный наш. 13 лет Павел Павлович, он был сразу капитаном Шагана. Когда освобождали Гомельский район, он в лесу мало человека, немцы, но встречу, и он двоих убил, третий убежал. В это время уже шли новаторцы, там освобождали эту землю. И услышали, капитан, значит, там командир батальона, значит, нашли этого мальчика, командиру полка привели его тогда и говорят, мы думали партизаном, он говорит, я связли и так далее, и надо учиться именно пойти. Да, его приняли, лошадь дали. Первый бой он вели в Волчуках, Калининского района. За это время был, за время дошел до Берлина, трижды был ранен, значит, награжден орденом, медалями награжден он, значит, и работал после, когда уже пришел после армии, работал на Аврамовской партизанской, на Сталинском мае. О нем написали газета «Зорька», «Пионерская правда», «Комсомольская правда» всесоюзной страны тогда, и что на старом мазе таком работает и так далее. В то далекое время славяне населяли юг Балтийского моря, где Германия находится, где это там жили славяне. И когда пришли прусаки, и начались там в 1200-х году где-то войны, начались и большие, притом войны, эти люди двинулись на восток. Не случайно в нашем районе деревня Шахи, не случайно в Наравлянском районе тоже такая же деревня есть. Не случайно, видите, у нас Мархлевск — это чистая деревня, и название деревни произошло от польского, или революционера одного из польских. Там, Мархлевск. Юрий Борисович, по-моему, или как-то забыл имя, отчество. Так и поташенцы, поэтому тоже Польша. есть тогда. Поташенцы, тоже Польша. Поэтому вот они двигались сюда. И почему там покойники и у нас? Возможно, там какой-то житель тоже попал сюда в то далекое-далекое время.